Дом профсоюзов, где, как не здесь, должен начаться первый день семинара совещания студенческого профсоюзного актива вузов РБ. Здесь все вместе на этом семинаре почувствовали поддержку друг друга, что это понимание о том, что надо помогать друг другу и надо защищать свои позиции, что это не только ваши позиции, что у нас таких много. Стипендия. Откуда и как формируется она, можно узнать на семинаре о современном состоянии стипендиального обеспечения. Стипендия – это также немаловажная часть студенческой жизни, студенческого общества. Они задают много вопросов именно касаемо стипендий, поэтому сейчас проводим семинар по стипендиальному обеспечению. Мне понравилось, нам рассказывали про стипендии, про виды стипендий, что вообще происходит в образовании, что нового будет в ближайшее время. Председатель и заместители председателя профсоюзной организации приняли участие в круглом столе о назначении предоставления социальных мер обучающимся в РБ. Здесь мы разбирали очень активно социальную стипендию и ее новый порядок назначения. Работали с начальником управления практически всех университетов, председатели правкома и приглашенные лица, которые конкретно уже в государственных органах занимаются этим вопросом. Очень важный круглый стол, потому что разъяснили множество вопросов. Наконец-то добились единой справки, которую студенты будут предоставлять и не путаться. Доброе утро, друзья! Второй день обучающего семинара начался. Очень понравилась подготовленность аудитории. Здесь собрались самые лучшие все-таки профсоюзные активисты республики. Очень порадовала обратная связь. Хотелось бы всем им пожелать удачи, применить на практике те знания, которые они здесь получили. И очень буду рад встретить их снова. Семинар вообще очень круто, организаторы большие молодцы. Правильно сказали до этого, что если бы, наверное, не этот семинар, никто не побывал бы в этой гостинице крутой. Вообще очень продуктивно достаточно проходит все. Сегодня были рассмотрены различные ситуации, ошибки работы профсоюзных организаций по финансовой работе. Мне было очень интересно и познавательно, потому что я вступила в свою должность совсем недавно.
узнать у наших участников, что для них значит профсоюзная организация и каким должен быть профсоюзный активист. Роль объединения людей, которые не хотят сидеть на месте, хотят развиваться в дальнейшем. Организация, которая защищает права студентов, организует классные мероприятия. У каждого это свое, потому что каждый видит в профсоюзной организации какую-то свою часть. Организация – это организация, которая занимается всеми сферами деятельности в универе, жизни факультета в университете и отвечает за права студентов. Профсоюзная организация – это в первую очередь совокупность всех людей, объединенных одним целым. Конечно же, первостепенную, потому что, когда, не дай бог, случаются какие-то проблемы, студент в первую очередь обращается в профсоюзную организацию, она всегда придет им на помощь. Организация в ВУЗе играет главную роль. Большая организация, опять же, без которой ВУЗ сам не может, продолжает развиваться и развивает не только себя, и ВУЗ, и все остальное, что ее окружает. В Союзе у студентов не было бы отдыха. У них не было бы их права, никто бы не защитил. Они бы не смогли, стояли за себя, но должен быть авторитет, который поддерживает их. ВУЗ играет очень важную роль, потому что любая конфликтная ситуация, любая непонятная ситуация, студент, член профсоюза может обратиться в эту организацию. И организация практически всех мероприятий занимается первичной профсоюзной организацией. На каждом факультете есть студенческий профсоюзный активист. Чаще всего он состоит в профбюро и координирует работу студентов на факультете. Когда сюда пришли, можете ребят снять, которые сзади меня бегают все, ты будешь снять тоже. В курсе всех отделов ВУЗа, участвую в различных мероприятиях, конкурсах. Дает себя другим людям безвозмездно, тратит свое время, свои силы, свои мысли. Студенческий профсоюзный активист – это тот, кто может выложить себя на все 100%, чтобы достичь целей профсоюзной организации. Активист – это человек, который хочет заниматься чем-то полезным, чем-то интересным для себя, приносить пользу для других студентов и развиваться сам. Просто быть членом профсоюза и хотеть что-то делать. Доброжелательность, трудолюбивость и всегда готовность помочь. Он должен быть веселый, он должен хотеть участвовать во всем. У него всегда есть мотив для самого себя, и он всем помогает. Активист в первую очередь должен обладать качеством таким, как коммуникабельность, то есть найти общий язык с любым человеком. Целеустремленность, упорство и, конечно же, энтузиазм. Это 3 основных качества, которые должны присутствовать у студента. Ответственность, целеустремленность, исполнительность, и он должен быть оригинальным и что-то новое приносить, стараться. Началась интерактивная игра «Стипендиальная комиссия в образовательной организации». Игра заключалась в том, что студентам было необходимо разработать положение материальной помощи. А после того, как они его разработали, им нужно было пройти по станциям, так скажем, получить ходатайство. Мне кажется, что это очень хорошая возможность раскрыть свой потенциал, раскрыть свои знания, показать свои знания. Самое сложное было пройти председателя правкома. Нам задавали разные вопросы по поводу этого положения, какие там у нас есть недочеты, мы исправляли, как усовершенствовали свое положение.
все большие молодцы, плодотворно поработали. Я надеюсь, что те люди, которые были здесь, они действительно неравнодушны, они хотят заниматься профсоюзной деятельностью, они хотят кому-то помогать, быть полезными, они нигде не затеряются и будут продолжать развивать в правильном направлении наше все профсоюзное движение в целом. На этом заканчивается обучение семинар. Желаем участникам дальнейших успехов в работе и удачи в начинаниях.